Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 января по 3 февраля 2020 года для скорпионов. Колода Таро подскажет, какие события будут происходить в работе, финансах и в личных отношениях. И колода Цыганский оракул подскажет совет на неделю. Сначала достанем карту основных событий, то, на чем мы будем концентрировать основное внимание на этой неделе. Выпадает карта Верховная Жрица, две карты на отношения. Это те, кто в паре, это те, кто ищет партнера. Три карты на работу. Те, кто имеет уже работу, те, кто ищет работу, и те, кто имеет свое дело. И карта на финансы. Основные события будут связаны с домом, с семьей. Может быть, будет вопрос какой-то связанный с матерью, с какой-то информацией важной о вашей семье. Также, может быть, будут вопросы, связанные с обучением, с творчеством. Также очень важно будет какое-то, может быть, или какой-то важный разговор, или вообще какие-то слова, которые мы произносим на этой неделе, будут иметь решающее значение. То есть нужно прям особое внимание уделить тому, что мы говорим. Здесь действительно может быть момент выбора какого-то. И это, скорее всего, будет определять многие события из нашего будущего, потому что это все-таки старший аркан. Карта говорит о том, что можно много узнать. Если какие-то тайны были, можно прояснить это. Это может касаться отношений, работы. Может быть, в финансах, допустим, вы не знали, как зарабатывать. Может открыться еще один источник дохода. Может появиться человек, который вам поможет, научит. Да, человек, который что-то может подсказать, мудрость какую-то свою проявить. То есть у вас действительно здесь очень хорошая неделя, которая может вам помочь понять себя глубже, понять людей близких, решить какие-то вопросы, связанные с семьей, с творчеством, с эзотерикой, с психологией. Да, вот здесь действительно можно какие-то вопросы с прошлым решить, с подсознанием. Давайте посмотрим, что ждет в отношениях скорпионов. Для тех, кто имеет уже партнера, выпадает девятка пентаклей, и для тех, кто ищет партнера, десятка жезлов. Карта для тех, кто имеет пару, говорит о том, что может действительно на этой неделе решиться какой-то очень важный вопрос, связанный с обеспечением, материальным обеспечением, да. Действительно, может быть получена какая-то крупная сумма денег, которая будет вот очень хорошо, благом таким для семьи. Кроме того, может быть, один из партнеров получит какую-то часть или наследства, или денег, может быть, даже от семьи, да, или это какие-то выплаты, подарки. В общем, здесь действительно какие-то крупные суммы денег могут приходить. А также это может быть не просто деньги, да, это может быть что-то ценное. Вот что-то ценное для скорпионов, то и будет на этой неделе приходить в избытке. Может быть, даже больше, чем вы ожидали. Вы получите то, что заслуживаете, и у вас появится такое вот чувство перспективы, да, что будет улучшение еще, будет рост. Эта карта говорит о том, что может возрасти наша самооценка. Люди к нам тоже могут относиться с большим уважением. Что-то такое мы сделаем, либо привлечем как-то внимание к себе, что вот все заметят наши заслуги, наши достоинства и так далее. То есть действительно здесь очень хорошая возможность что-то ценное для себя получить. И также вот карта говорит о том, что нельзя довольствоваться малым, нужно обязательно стремиться к большему. Вот именно в ваших отношениях, если даже был какой-то важный для вас вопрос, и вы его решите, то не нужно на этом останавливаться.
Давайте теперь посмотрим, что ждет скорпионов, которые ищут партнера. Десятка жезлов говорит о том, что действительно можно встретить человека, с которым вам по пути, у которого у вас общие цели, общие дела, планы, да, может быть, общее там обучение, вот группа здесь может быть людей, которые обучаются. Также это могут быть партнеры по работе, да, вот вместе, допустим, какую-то задачу выполняете общую. Действительно, вот этот человек вам может подойти. Это карта, может быть, непростых отношений, да, непростого знакомства, но в конце концов вы, когда узнаете друг друга лучше, преодолеете какие-то вместе трудности, вы поймете, что вы действительно друг другу очень хорошо подходите. И ваши отношения могут уже действительно улучшиться, да, вот на новый уровень перейти. Вы уже можете увидеть друг в друге людей подходящих. Кроме того, может быть, вы слишком увлечены работой, и даже если рядом с вами люди, которые могут быть вам в будущем там парой, да, составить вам как бы пару в личных отношениях, вы их как будто бы можете не замечать. То есть обратите внимание, карта говорит, на тех людей, которые рядом с вами трудятся, может быть, которые с вами рядом там в путешествии находятся. В общем, те люди, которые вас на этой неделе окружают, с которыми вы, может быть, едва знакомы, да, или вообще не знакомы, вот можно здесь действительно найти человека, подходящего себе, человека ответственного, со сходными интересами. То есть действительно очень хороший результат можно получить на этой неделе. Теперь работа. Для тех, кто уже имеет работу, выпадает карта четверка мечей, и она говорит о том, что будет желание отдохнуть, будет желание как-то закрепить результаты, либо, может быть, дать отдых своему уму, да, может быть, было многое сделано, и теперь вот есть такое желание побыть как бы в спокойствии, в тишине, отдыхе. Может быть, действительно нужно использовать эту неделю для того, чтобы отдохнуть, как следует выспаться, может быть, подумать о чем-то важном, подумать о дальнейших перспективах, о развитии, об обучении и так далее. Вот очень хорошее время для того, чтобы проанализировать то, что было, все свои достижения, понять, как вы этого добились, чего вы еще хотите. Да, вот здесь действительно очень хорошая возможность есть для этого. Кроме того, у вас вот скоро начнутся перемены в деятельности, и вам нужно быть к ним готовым. Здесь какие перемены имеются в виду? Здесь может быть, допустим, либо какое-то новое направление откроется в вашей деятельности, либо новый проект, либо у вас появится необходимость обучения. Вот, в общем, как-то на новый уровень вы будете выходить. Либо здесь есть возможность как-то, может быть, желание какое-то появится для того, чтобы действительно с радостью выполнять свою работу. Допустим, сейчас, может быть, и не будет такого настроения, да, для того, чтобы работать, но это ненадолго. Это просто время, которое требуется вам для восстановления. Кроме того, карта говорит о том, что вы вот совсем недавно закончили какие-то важные дела, и, возможно, сейчас просто вам не время заниматься чем-то новым, да? Нужно, чтобы эти проекты были как-то доведены до конца, или просто дать возможность стабилизировать вот то, что вы уже сделали. Давайте теперь посмотрим, что ждет тех скорпионов, которые ищут работу. Выпадает король мечей. Карта говорит о том, что вы человек, который способен, в принципе, управлять коллективом, который умеет властью пользоваться, у которого большой опыт, который действительно обращает на себя внимание, да, человек, за которым идут люди. И вам действительно есть возможность получить соответствующую должность. Скорее всего, это должность руководящая, да, вы человек при власти. Либо может появиться у вас такой помощник, который
сделает вот возможным для вас трудоустройство, как-то вас порекомендует, да, поможет. Может быть, у него есть для этого связи, способности, возможности и так далее. То есть, если этот человек почувствует, что вы можете быть ему полезны, то он вам может помочь. Кроме того, нужно выбирать такую деятельность, которая дает вам возможность проявить себя, дает возможность работать с большим количеством людей, большим количеством информации, и вам это дело должно обязательно нравиться. Видите, здесь вот огонь, да, в камине, то есть вы должны гореть этим делом, то есть вы действительно должны это любить. Теперь для тех, кто своим делом занимается, выпадает карта Королева Пентаклей. Замечательная такая возможность для того, чтобы решить вопросы материального характера, финансового характера. Очень хорошая прибыль может быть, какие-то приобретения, хорошие клиенты, которые могут действительно дать вам возможность заработать. Эта карта говорит о том, что придется работать много, нужно очень ответственно относиться к своей работе, к общению с людьми, нужно уметь выстраивать отношения с клиентами, между работниками, да, вот кто с вами деятельность осуществляет, да, вот здесь тоже нужно уметь коммуницировать правильно. Эта карта вообще как бы идеальна для того, чтобы сохранять деньги, приумножать. И также эта карта говорит о том, что вы очень цените то, что вы делаете. Вы действительно мастер, профессионал в этом деле. И вот все, что вы делаете, оно все может приносить вам деньги. То есть каждый ваш талант, каждая ваша способность, это все способно приносить вам деньги. Поэтому если у вас еще остались какие-то нереализованные возможности, нужно начинать их реализовывать обязательно. Также вот здесь покупка может быть недвижимости, либо вы можете заработать большие деньги на приобретение каких-то ценных вещей. Финансы для скорпионов на эту неделю потребуют вашего внимания. Скорее всего, для вас не будут главными деньги на этой неделе. Вы будете решать какие-то важные вопросы. Может быть, это связано с тем, что вот как-то портит вашу жизнь, отравляет вашу жизнь, создает дискомфорт. Это может и неожиданно, в принципе, проявиться в вашей жизни, и вы должны будете решить, как вам быть, и поэтому вот как-то меньше всего вы думаете о деньгах. Но при этом деньги все-таки есть. Это может быть даже хорошо, что вы не придаете им сейчас такого большого значения, потому что вы действительно тогда, если будете правильно воспринимать там жизнь, правильно воспринимать людей, ситуации, то и к деньгам тоже у вас изменится отношение. Видимо, сейчас вы слишком на них были зациклены, и какие-то вопросы вот такого духовного порядка, вопросы отношения между людьми вы ставили на второй план, да, то есть материальное было на первом плане, а духовное на втором. И вот по этой карте идет такая переоценка. Кроме того, может быть, вам просто потребуется время для того, чтобы обдумать, как вам лучше зарабатывать, куда вам лучше направлять средства. Может быть, кому-то помочь нужно, да, может быть, не совершать каких-то трат лишних. Может быть, нужно, чтобы на всякие неожиданности у вас всегда была отложена какая-то сумма денег, чтобы вы не беспокоились ни о чем и могли спокойно как бы заниматься своими делами, своей жизнью. Теперь посмотрим, что скажет цыганский оракул. Выпадает карта ученый. Но здесь очень много у нас карт, которые говорят о том, что нужно действительно подумать о каких-то важных вещах. Это вот и первая карта нам об этом говорит. И здесь карта о финансах, да, и карта, связанная с деятельностью, тоже говорит о том, что нужно задумываться о ценностях, истинных ценностях, да. И
вот карта ученый дает нам такой совет. Пока мы не решим какой-то важный вопрос в своей жизни, не нужно переключаться ни на что другое. То есть вот есть у нас какая-то проблема, какое-то беспокойство. Нужно всю энергию свою сконцентрировать в этом направлении, найти всю нужную информацию, собрать как бы всю необходимую помощь, да, которая вот вам потребуется в этом вопросе, и действовать вот в одном направлении, то есть как бы бить в одну точку до тех пор, пока не решится вопрос. Только так, а после того, как будет решена вот эта главная проблема, вы освободите себя, вы сможете действительно как-то более мудро подходить к себе, к своему здоровью, к своим отношениям, в общем, к жизни, к своей, да, и у вас действительно жизнь может поменяться кардинальным образом. Вы выйдете за пределы вот своих ограничений, которые сейчас у вас есть. Это действительно для вас очень важно. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы у вас все только лучшее сбывалось, желаю, чтобы вы действительно заработали вот столько денег, решили какие-то важные вопросы для себя. Всего вам доброго, до новых встреч!